Довольные клиенты, счастливые мы. Наши специалисты обеспечивают полное сопровождение на всех этапах сделки, начиная с момента знакомства и обсуждения пожеланий клиента. Мы рады, когда квартира находит хозяина, который о ней мечтал. Триумф Инвест. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болобун. Алмаз кредит сервис. Үп карчы вопросугар. Сөттө коруй. 5 миллионга тия потребительской соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен. Бага саналаргытын олокко киллерин. Дорогие телезрители, дорогие друзья, национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию торжественной церемонии открытия 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Мы находимся в селе Барагонцы Усть-Алтанского района, а именно на новеньком стадионе «Красавцы» Маягатта Бертхара. Нас сегодня ждет официальный старт долгожданных соревнований, действительно большого праздника спорта, настоящего масштабного спортивного форума. Сегодня будет дан официальный старт, и за всем происходящим на этом стадионе вместе с вами с большим удовольствием и интересом будем наблюдать мы. Я Власий Сергеев и Ларина Сукуева. Добрый вечер, дорогие друзья. Все дни 8-х спортивных игр народов Якутии следите за прямыми трансляциями со спортивных объектов Усть-Алданского улуса. Трансляцию обеспечивает большая команда главных каналов республики НВК Саха и Якутия-24 в количестве 125 человек. Кстати, среди наших коллег есть и уроженцы Усть-Алданского улуса. Думаю, им особенно приятно сегодня здесь находиться и освещать соревнования. Но что мы знаем об Усть-Алданском улусе? Ну, Усть-Алданский улус — это, конечно же, один из центральных районов нашей огромной республики. Он включает в себя 21 муниципальное образование, где проживает порядка 20 тысяч человек. А еще мы знаем, что на территории Усть-Алданского улуса в селе Сотенцы находится уникальный Ленский историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом «Дружба», созданный под руководством народного писателя Якутии Дмитрия Кононовича Сивцева. Ну и, конечно же, особая гордость Усть-Алданского района — это, конечно же, его спортивная биография. Здесь, на земле легендарных богатырей, родился Николай Тарский, чье имя, конечно же, золотыми буквами вписано в историю якутского спорта. Недалек тот день, когда якутские спортсмены будут чемпионами России, Советского Союза, мира и Олимпийских игр. Эти слова Николая Тарского, сказанные в середине 50-х годов прошлого века, стали пророческими. Если барон Пьер де Кубертен заложил основу современной традиции Олимпийских игр, то Николай Тарский построил фундамент будущих побед якутского спорта на самом высоком уровне. Ну, Ларина, в начале нашей трансляции ты отметила то, что действительно среди наших коллег есть уроженцы Усть-Алданского района. Им, конечно же, больше всего, наверное, приятно работать, да, на столь масштабных соревнованиях у себя на родине. И это касается, конечно же, еще и спортсменов. Усть-Алданский район представил очень сильную команду. Во всех видах практически спорта представлены уроженцы данного района. И, конечно же, как отмечают все гости, все участники соревнований, Усть-Алданский район удивил своим гостеприимством, заботой, особым чувством заботы, с которым относится к каждому гостю данных соревнований. Ну и мы, представители СМИ, полностью подтверждаем, да, эти слова. Абсолютно верно. Кстати говоря, я думала, что в начале своего повествования ты задашь мне такую некую викторину и спросишь меня, кого я знаю, выдающихся спортсменов, уроженцев Усть-Алданского улуса. Называй давай имена. Ну, конечно же, да. В первую очередь мы можем назвать Ивана Белолюбского, семикратного победителя игр Дыгына.
Так, еще я знаю Василия Стрекаловского, многократного золотого чемпиона России, сурдоолимпийских игр по вольной борьбе, заслуженного мастера спорта России, кавалера ордена «Полярная звезда», который, кстати, как и Иван Белолюбский, является сегодня послом этих игр. А еще в когорту славных героев спорта Усть-Алданского района входит многократный призер чемпионата России Ариан Чутрин. Да, конечно, Усть-Алданский район является родиной многих великих спортсменов, у которых главные победы еще впереди. Ну а сейчас Усть-Алданский район приветствует, наш стадион приветствует главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Глава республики лично принимает участие в церемонии открытия якутской спартакиады, нашей олимпиады. Вернее, по всем практически олимпийским видам спорта будем мы определять на протяжении последующих дней победителей, призеров. Ну и, конечно же, виды спорта есть и близкие режим национальных. На этом стадионе с завтрашнего дня начинаются соревнования по вольной борьбе, также легкая атлетика, все дисциплины представлены. Ну а вчера соревнования уже стартовали на других объектах. Так у нас полным ходом идет борьба за право зайти на пьедестал почета турнира по волейболу, а также турнир по мини-футболу. Сейчас, пользуясь моментом, наверное, можно было бы вспомнить, как начиналась история спортивных игр народов Якутии. Да, сегодня Усть-Алданский район второй раз радушно принимает спортсменов и гостей именно по этим играм. Да, у нас игры посвящены столетию Олимпийских игр. Вот не зря же мы говорим о том, что это... Первые игры были посвящены столетию Олимпийских игр. И спустя 26 лет так называемый огонь Якутской Олимпиады вновь прибыл на это место, где зажегся впервые 26 лет тому назад. Да, и как Олимпиада, вот наши игры, спортивные игры народов Республики Саха-Якутия проводятся раз в 4 года. В честь принять у себя спортсменов со всей республики раз в 4 года, начиная с 96-го, удостоились также Покровск в 2000 году, Хандыга Тампонского улуса в 2003-м. Четвертые игры прошли в селе Сунтар. В 2010-м эстафету игр принял Алекминск. И далее огонь зажегся в селе Намцер. Спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Село Барагонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха-Якутия. Прекрасный вид. Стадион Маягатта Бертхара. Мы уверены, что организаторы игр подготовили просто шикарную церемонию открытия данных игр. Главным режиссером церемонии выступил Сергей Расторгуев, сценарист Ольга Андреева, художник Петр Винокуров, режиссеры, постановщики Михаил Степанов, из Черноградской Мария Хартангева-Попова. Большой праздник для любителей спорта нашей республики. Начинаются всегда, конечно, на открытии любых спортивных игр, будь то сегодня в Усть-Алданском районе, так и, например, в 2019-м в Амге, в Амгинском улусе, то всегда, конечно же, на открытии задействовано очень большое количество людей. Очень большое количество. Сегодня в этом красочном действии, кстати, принимает участие более 2500 людей. Это артисты из Якутска, а также, конечно, жители Усть-Алданского улуса. А я хотела бы продолжить по поводу истории игр. В разные годы менялось количество видов спорта, количество районов, из которых прибывали участники и самих спортсменов. И массовый рекорд принадлежит к 7 предыдущим играм, которые прошли в 2018 году в Амгинском улусе. Тогда участие приняли 2743 спортсмена. А в этом году заявлено 34 команды. Это 1870 спортсменов, которые будут соревноваться по 16 видам спорта. Радушно встречают гостей наши
Ну и Северной сейчас мы уже, если Олимпиады. говорим о цифрах, да, уже сейчас, в самом начале церемонии открытия, мы можем заметить этот масштаб. Ну вот, режиссер открытия напоминает нам о том, что это 8-е по счету спортивные игры народов. Главный режиссер церемонии открытия Сергей Расторгуев, который, к слову, ставил открытие и закрытие на прошлых играх в Амге, начал готовиться к этому действу задолго до события, а артисты подъехали в Салданский улус еще 20 июня. Ну да, вот организаторы, ровно как и представители судейского корпуса, наравне со спортсменами тоже так же тщательно готовились к этим играм, чтобы все прошло на высшем уровне. Приветствует участников и Вот не знаю, как насчет других дисциплин, да, лично я работаю на хоккейном корте, где идет соревнование по мини-футболу. Вот, например, там задействованы не только судьи, представляющие различные районы и города нашей республики, но и приглашенные судьи из Центральной России, а именно из Москвы. Представители Ассоциации мини-футбола России работают на корте. Уверен, что в других дисциплинах тоже приглашенные судьи представлены. Ведь такой большой спортивный форум — это, конечно же, возможность завоевать награды для своей команды, прославить свою родину. Ну и, конечно же, это обмен опытом. Один со всей душой включились в марафон подготовки этого грандиозного спортивного события. Сегодня, вот, например, после церемонии открытия начнется работа по установке матов, на которых завтра начнется вольная Готовится борьба. уже к соревнованиям по легкой атлетике. А вообще стадион Маягата Бертхара рассчитан на 3000 мест. И он назван в честь легендарного силача, спортивной гордости у салданцев, якутского Ботура. Стадион построили специально к играм, и строители и организаторы немного волновались, что не успеют. Но тревоги и волнения позади, все работы завершены, и стадион без привлечения прекрасен, и он стал отличным украшением и гордостью салданского улуса. Ну и у входа к этому стадиону встречает величественный монумент, посвященный сильнейшему из якутских богатырей Маягата Бертхара. Над его созданием работали скульпторы Владислав Бурцев, Владимир Левин и Федор Еляков. Его открытие для Усть-Салданца стало очень волнительным и поистине историческим событием. Ну, конечно, этот монумент сегодня в трансляцию, наверное, вряд ли попадет, но в дневниках, например, этот монумент мы, наверное, уже показали, и если даже не показали, то обязательно покажем. Гости и участники спартакиады обязательно увидят этот монумент. Он действительно очень величественный, красивый. Нашим замечательным спортсменам отличного настроения и несокрушимой воли к победе. Ну, каков смысл, да, какова цель проведения столь масштабных соревнований? Это, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, это призыв занятия физической культурой и спортом. Ну и, конечно же, это продвижение идеи олимпизма. Ведь спорт нас учит быть сильнее, пересиливать себя, когда сложно. Вот, из всего вот этого уважение сопернику. Вот, все идеи олимпизма, конечно, на таких масштабных соревнованиях активно пропагандируются. Ну и не зря мы все-таки называем спортивные игры народов это Якутская Олимпиада. А я хочу напомнить, что в 8-х спортивных играх народов Якутии примут участие... Так. Мы уже видим талисмана этих игр. У каждого игр есть талисман. У нас на арену выбегает жеребенок Дягэгэй. Автором этого символа стал педагог дополнительного образования Прокопий Колодезников.
Он вспоминает, что 26 лет назад в Исалдане талисманом первых игр стал именно жеребенок. Поэтому решил, что тема должна продолжиться. Накануне игр организаторы устроили конкурс на эскиз талисмана игр. И среди 50 работ эскиз Колодезникова признали лучшим. Ну и зрители с большой радостью приветствуют талисмана. Вот не зря мы говорим, подчеркиваем каждый раз, что действительно масштабный спортивный форум, озвучили цифры, действительно цифры впечатляют. И везде, вот на чемпионатах мира, пусть по футболу и по другим дисциплинам, всегда вот имеется талисман. И вот посмотрите, какой красавец сейчас у нас идет по беговой дорожке нашего стадиона. Кстати говоря, Центр детского творчества «Эркён» представил симпатичные плюшевые игрушки в виде жеребенка. И высота жеребенка составляет 38-40 сантиметров. И всего было изготовлено 32 штуки. Талисманы по эскизу Прокопия Колодезникова будут представлены во многих сувенирных продукциях. Он также, кстати, является автором эскиза герба Исалданского улуса. Так что будем надеяться, что талисман игр будет окрылять спортсменов на будущие победы и новые рекорды. Да, конечно. Ну а прямо сейчас у нас на стадионе Маягатта Бертхара начинается парад спортсменов, участников 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Вот талисман жеребенок Джигигей дал старт вот одному из самых зрелищных событий вот этих любых игр. Имеется в виду вот именно по открытию, да? Вот смотрите, какие у всех красивые формы. Ну и сейчас у нас, как я понимаю, вот идет судейская коллегия во главе с главным судьей данных соревнований 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Николаем Гавриловичем Цыпандиным. Да, вот вчера у меня была возможность поговорить с Николаем Гавриловичем, и он отметил то, что привлечено очень много представителей, которые работают по самым разным дисциплинам, и все они, конечно же, прошли тоже очень большой, но не тренировочный лагерь, они также усердно готовились, ровно как и спортсмены. Отличник физической культуры и спорта Республики Саха. Ну, главный секретарь игр, главным секретарем игр является отличник физической культуры и спорта республики Гаврил Трофимов. Мы его видели в первых рядах. Также нам диктор на арене представляет заместителей главного судьи. Ну, главного судью мы уже представили. Ну и а следом вступает колонна ветеранов спорта. Колонну возглавляет да, люди, которые... Гаврил Гаврилович Сивцев, председатель Совета ветеранов спорта Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры и спорта нашей республики. Кстати говоря, в колонне можно будет заметить Аркадия Алексеева, народного артиста, заслуженного работника культуры, почетного гражданина нашей республики. Мы его знаем как автора известной народу песни «Якутяночка». Но, однако, имя Аркадия Алексеева связано не только с музыкой, он также известен как успешный спортсмен. Ну а колонну ветеранов спорта возглавляет Гаврил Сивцев, председатель Совета ветеранов спорта республики, заслуженный работник физической культуры и спорта. Ну и перечисляют всех тех людей, которые действительно писали историю якутского спорта, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю спорта Республики Саха-Якутия. Встречаем команду муниципального района. Ну и сейчас вступают на газон стадиона. Да, спортсмены. Мы встречаем сборную команду Алданского района. В состав команды входят 17 спортсменов, действующих, участвующих по 5 видам спорта. Руководитель команды, заместитель главы Алданского района по социальным вопросам Игорь Сахно.
Ну, пусть и небольшая такая делегация, 17 человек, но мы видим, как они настроены. Вчера, кстати, тоже общался с Игорем Васильевичем, он говорил, что самые большие надежды у них связаны, ну, тренерского штаба, связаны с боксом. И, конечно же, во всех дисциплинах они надеются на медали. Но 17 человек это на самом деле много, потому как сейчас на поле выходит команда Алайховского улуса района. Она участвует по одному виду спорта, и в состав команды входит всего лишь один спортсмен. Руководитель команды, глава улуса Елисеев Яков Гаврилевич. Интересный, действительно, очень интересный случай. Ну а сейчас мы приветствуем сборную Амгинского улуса, хозяйку прошедших прошлых игр. Седьмых по счету. Да. И команда, спортсмены, амгинские спортсмены участвуют в 10 видах спорта. В состав команды входит 91 спортсмен. Руководителем сборной является глава улуса Архипов Николай. Ну и, конечно, все участники в прекрасном настроении. Некоторые из них уже соревнуются, некоторые начнут борьбу за медали завтра. Но их объединяет, конечно же, одно – это желание помочь своей команде занять максимально высокое место. А на поле стадиона вступает команда муниципального образования Анабарский национальный Долгано-Эвенкийский улус район. Она участвует по 4 видам спорта. В состав команды входят 14 спортсменов. Руководитель команды – заместитель главы улуса Спиридонова Наталья Алексеевна. Ну, красавец стадион, действительно, стадион Маягатта Бертхара. И сколько еще спортивных объектов было построено к этим играм. И это все останется здесь. И, конечно же, это станет толчком для дальнейшего развития всех видов спорта. Ну, а сейчас мы приветствуем сборную команду Булунского района. Спортсмены этого муниципального образования участвуют в 2 видах спорта. В состав сборной входит 8 спортсменов. Руководителем команды является первый заместитель главы улуса Леонид Попов. Приветствуем команду. Ну и талисман, конечно, встречает всех спортсменов. Каждую сборную. Команда участвует в 7 видах спорта. Приветствуем сборную Верхневилюйского улуса. Команда участвует по 7 видам спорта. И в состав команды входит 48 спортсменов. Руководитель команды, первый заместитель главы улуса Михалев Семен Анатольевич. Тут, конечно, можно еще организовать отдельный конкурс, я думаю, у кого самая красивая форма. Верхнеколымский улус. В составе команды входят 2 спортсмена, участвующие по одному виду улус спорта. Встречаем. Руководитель команды, в состав команды входят 2 спортсмена, и они выступают в одной дисциплине. Руководителем команды является руководитель муниципального казенного учреждения управления сельского хозяйства Верхнеколымского района Гаврил Сивцев. Встречаем команду муниципального Верхоянский район. Верхоянский район вступает на газон стадиона Маягатта Бертхара. В состав команды входит Тут уже 28 спортсменов представлено, которые будут штурмовать пьедесталы почета Гаврил Ильич. в 6 видах спорта. Руководителем команды является глава района Гаврил Чириков. Надо отметить, что самые крупные и многочисленные сборные на этих играх представит Мегино-Кангаласский улус. Оттуда на игры приехало 136 атлетов. А сейчас на поле стадиона вступает команда муниципального района Вилюйский улус район. В состав команды входят 74 спортсмена. Команда участвует по 12 видам спорта. Руководитель команды, глава улуса Винокуров Сергей Николаевич. Вот как заговорили, да, о самых таких больших командах, как сразу Вилюйский улус у нас вышел на газон стадиона, 74 спортсмена. Но уже сейчас и мы можем видеть
по крайней мере, с комментаторской позиции я уже вижу сборную команду Горного района. И у нас представители Горного района, честь команды представляет 92 спортсмена. Представители Горного района будут участвовать в 12 видах спорта. Ну вот мы видим, да, они в синих формах. Команду муниципального района Горный брюки. Улус. Ну и Команда участвует флагами в 12 идут видах спорта. спортсмены, еще раз отмечу, 92 спортсмена. 92 Это без учета еще и тренерского штаба, и от других людей, которые, конечно же, работают во благо всей сборной. Ну и руководитель команды, глава Улуса Никита Андреев. Ну и талисман Игорь приветствует всех участников, которые вот принимают, всех спортсменов, которые принимают участие в торжественном параде на церемонии открытия. Следом за Горным Улусом на поле вступают команды Ижиганского национально-олимпийского района. Они участвуют по 4 видам спорта. И в состав команды входят 16 спортсменов. Руководитель команды, глава района Сорокин Василий Николаевич. Все настроены позитивно, настроены на победу. Да, чувствуется, что это действительно масштабный праздник спорта. Тут атмосфера на стадионе Майгата-Бердхара просто потрясающая. И это также мы можем видеть и на лицах спортсменов. Ну и сейчас на газон стадиона кобяйские спортсмены выходят. Они будут оспаривать звание сильнейших по 8 видам спорта. Ну а всего честь Кобяйского Улуса на 8-х по счету спортивных играх народов Республики Саха-Якутия будет защищать ровно 41 спортсмен. Ну и, как мы видим, колонну Кобяйского Улуса возглавляет глава района Левин Иван. Спортсмены в красивой белой форме. Они сразу выделяются среди других. Ленский район. Спортсмены из Ленского района участвуют по 4 видам спорта. И на эти игры они прибыли в составе 36 человек. Руководитель команды, заместитель главы района Петров Прокопий Леонидович. Ну и сейчас вот то, о чем как раз ты говорила, Ларина, в начале нашей телетрансляции, то, что команда Мегина Кангаласского Улуса представлена самым таким многочисленным составом. Это 132 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта. Приветствуем мы спортсменов из Мегина Кангаласского Улуса. Ну и возглавляет колонну глава района Николай Старостин. Какой вид спорта, интересно, ими охвачен? Поскольку нынче в играх задействовано 16 видов спорта, а Мегина Кангаласская участвует по 15 видам. Интересно. Но они в прекрасном настроении должны быть сегодня болельщики Мегина Кангаласского Улуса, потому что вот на турнире по мини-футболу сегодня они обыграли своих принципиальных соперников в ударительном дерби. Представители Усть-Алданского Улуса со счетом 5-3. Вот настоящая жара была. Ну а мы идем далее. Сейчас на арену стадиона Майгата-Бердхара вступает сборная команда Мирнинского района. 44 спортсмена представляют команду Алмазного края, и они будут состязаться по 8 видам спорта. Колонна идет во главе с первым заместителем главы района Дмитрием Ширинским.
команда из Мирнинского района у нас прошла. И следом за ними на поле вступают спортсмены из Момского района. Они участвуют по 3 видам спорта, и на игры прибыло 11 спортсменов. Колонну возглавляет глава Улуса Амосов Дмитрий Викторович. Небольшая делегация, но уверен, что они заряжены. Покажут себя. Да, так же, как и команды, которые вот привезли более 100 или около 100 спортсменов. Дело тут, конечно, не в количестве, а в качестве. Да. И очень отрадно, что северные районы приехали на эти игры, не побоялись расстояний. Да. Ну и стадион приветствует спортсменов из Намского Улуса. Дорогие друзья, 117 спортсменов привезли представители Намского Улуса. В 14 дисциплинах мы увидим всех этих спортсменов. Колонну возглавляет глава Улуса Юрий Слепцов. Все в прекрасном настроении. Ну и тут, я думаю, как мы уже объявили, да, предположили, что можно, в принципе, объявить негласный конкурс вот самой красивой формы. Вот, действительно, каждая команда готовит специальную форму. У судей отдельная форма, у волонтеров отдельная форма, ну и у представителей СМИ отдельная форма. Действительно, вот сейчас, вот, если ездишь, ходишь по барагонцам, вот, кто в какой форме, да, вот всегда интересно, вот, какой-то интересно район Улус, или же это представитель судейской коллегии, или же волонтеров. Ну, действительно, это большой праздник, большой яркий праздник спорта, который только начинается. А мы приветствуем команду из Нерингринского района. Она участвует по 8 видам спорта, и в состав команды входят 33 спортсмена. Руководитель команды, заместитель главы района Лебедев Альберт Евгеньевич. Руководитель команды, заместитель главы района. Да, приветствуем нерингринцев. На протяжении последующих соревновательных дней нас с вами ждет очень большая программа, включающая олимпийские дисциплины, и, конечно же, мы будем транслировать. Кстати говоря, о параде, о конкурсе форм у спортсменов, я заметила, что у нерингринцев единственный, кто надел вместо брюк шорты. Это действительно актуально в такую погоду. Да, действительно. На газон стадиона Майгаста Бердхара вступает сборная Нюрбинского Улуса. 80 спортсменов будут защищать честь своей родины, и мы их увидим в 12 дисциплинах. Колонну возглавляет председатель районного совета депутатов Сергей Евсеев. Но тоже кандидаты, да, на то, чтобы попасть в список лидеров в конкурсе самой красивой формы. Все вот с маленькими флажками. Герб Улуса. Приветствуют в ответ, да, миргинские спортсмены. Айхал прокричали. Мы приветствуем их, трибуна приветствует их, они в ответ тоже поприветствовали. Кстати говоря, о количестве, Оленёкский, Венкийский национальный район не побоялся расстояний и привез на игры аж 31 спортсмена. Это довольно-таки много, я считаю. Они будут соревноваться по 7 видам спорта, и колонну сегодня возглавляет глава района Иванова Лена Степановна. Да, а все спортсмены готовились к этим играм на протяжении длительного времени, и, конечно же, поэтому они очень счастливы в этот день. Они будут состязаться с лучшими спортсменами республики. Ну, а тем временем у нас Алекминский район вступает
на газон стадиона Маягатта Бертара. Председатель районного совета депутатов, солдатов. 31 спортсмен заявлен у Алекминского района. И они будут выступать по 6 видам спорта. Руководит командой председатель районного совета депутатов Андрей Солдатов. В полюса холода прибыла команда муниципального образования Аймиконский Улус район. Она участвует по 2 видам спорта. И состав команды 6 спортсменов. Руководитель команды глава Улуса Сивцев Иннокентий Семенович. Муниципального района Сунтарские спортсмены выходят на арену стадиона. И ровно 100 спортсменов привезли сунтарцы. Мы напомним, что у нас 8-е по счету игры посвящены столетию образования ЯССР. И вот, может быть, с этим связали. И 100 спортсменов привезла сунтарская команда. Они будут состязаться, штурмовать пьедесталы почета по 14 видам спорта. Руководитель команды, глава Улуса Анатолий Григорьев. Среднеколымский Улус привез на 8-е спортивные игры народов Якутии 41 спортсменов. И они участвуют по 7 видам спорта. Колонну сегодня возглавляет глава Улуса Слепцов Евгений Михайлович. На стадионе команда муниципального района. Мы приветствуем татинских спортсменов. Сборная Татинского района привезла 79 спортсменов. И татинские атлеты, татинские спортсмены будут представлены в 10 видах спорта. Колонну возглавляет глава Татинского Улуса Михаил Соров. Приветствуем мы татинских спортсменов. А между тем команда муниципального района Тампунский район участвует по 5 видам спорта. Сейчас она вышла на поле стадиона. В состав команды входит 21 спортсмен. Впереди колонны глава района Степанов Яков Иннокентьевич. Можно заметить, что на форме, да, спортсменов логотип игр, спортивных игр и флаг республики. Где же герб? Это интересно. Ну а сейчас мы приветствуем маленькую делегацию, скромную маленькую делегацию из 6 спортсменов. Усть-Майский Улус. Команда Усть-Майского Улуса перед вами, дорогие друзья. Состоит эта команда 6 спортсменов, которые борют лавры первенства в 2 дисциплинах. Руководителем команды является глава Улуса Александр Антипин. Команда муниципального района Устьянский Улус район привез на эти игры 2 спортсменов. И они будут участвовать по 1 виду спорта. Небольшую делегацию возглавляет заместитель главы Улуса Кычкин Андрей Егорович. Муниципального района Хангаласский Улус. Приветствуем хангаласских спортсменов. 86 человек привезли. 86 представители данного района. Они будут представлены в 13 видов спорта. Тоже очень интересная форма, яркая, красивая форма. И, конечно же, в прекрасном настроении спортсмены. Ну а
во главе колонны у нас идет глава Улуса Олег Иринеев. Усть-Алдан приветствует команду муниципального образования Чурапчинский Улус. Команда участвует по 14 видам спорта, и в состав команды входит 18 спортсменов. Руководитель команды, глава Улуса Саргыдаев Степан Анатольевич. Руководитель команды, глава Улуса Саргыдаев Степан Анатольевич. Продолжаем мы приветствовать спортсменов, участников 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия на стадионе Майгатта Бердхара. И сейчас на арену главного спортивного объекта игр выходит команда Эвене-Бытантайского Улуса. Сейчас мы их увидим. Они уже вступили на сцену и уже идут по газону. Приветствуем команду Эвене-Бытантайский муниципального района Улус представляет 4 спортсмена. 4 спортсмена, и все они будут выступать по одному виду в одной дисциплине. Состав команды спортсменов свою команду на арену вывел глава Улуса Гаврил Горохов. Горохов Гаврил Гаврилевич. На стадион Майгатта Бердхара вступает команда городского округа. А я рада приветствовать команду из города Якутска. Якутск участвует по 15 видам спорта, то есть почти по всем. И на эти игры команда привезла 126 спортсменов. Это одна из многочисленных команд, которые участвуют в нынешних играх народов Якутии. И, как вы видите, колонну возглавляет глава городского округа город Якутск Григорьев Евгений Николаевич. Ну, Евгений Николаевич сам занимается активно спортом, все прекрасно знаем. Увлекался он и боксом, по сей день тренируется. Ну и вот в недавнем марафоне он принял участие. Ну и с марафонов, с одного праздника спорта, вот он, получается, своей командой приехал на другой спортивный форум масштабный. Приветствуем Ну и, как мы знаем, на играх, участвуют в играх у нас участвуют не только представители муниципальных образований, районов, но также и спортсмены различных учебных заведений. Мы с большим удовольствием приветствуем спортсменов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. 113 спортсменов привезли представители СВФУ, и они будут выступать в 14 видах спорта. Ну и командой колонной руководит проректор университета Александр Ильин. Приветствуем команду арктического... Студенты другого вуза также прибыли на 8-е спортивные игры народов Якутии. Это команда Арктического государственного агротехнологического университета. Они участвуют по 5 видам спорта. И на игры прибыло 16 спортсменов-студентов. Руководитель команды, временно исполняющий обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Федоров Валерий Иннокентьевич. Ну, как мы знаем, вообще студенты всех учебных заведений Республики активно занимаются спортом и выступают на республиканских, так и всероссийских соревнованиях. И вот как раз команда Российского студенческого спортивного союза Республики выходит на арену стадиона Майгатта Бердхара. Вот тут у нас представлено 11 спортсменов, которые будут штурмовать пьедесталы почета по 4 видам спорта. Ну и во главе колонны у нас идет председатель Союза Александр Черкашев. Кстати говоря, с прошлых игр, которые прошли в Анге, появилась вот такая вот традиция, когда спортсмены, студенты участвуют не только от своих вузов, но и от общественных организаций.
Да. Солдатский улус. Хозяева соревнований выходят на арену стадиона Маягатабек-Хара. И сейчас, я думаю, вы ощутите поддержку, да, всех местных жителей, как они сейчас будут приветствовать свою команду. Сборная. Ну, вообще, Усть-Алданский район представлен двумя командами. Это на правах хозяйки, да, соревнований. И я рад, что обе команды прошли, например, вот отборочные этапы, и во всех видах спорта будут представлены двумя составами. Первую команду муниципального района Усть-Алданского улуса представляет 131 спортсмен. Они будут состязаться по 15 видам спорта. Ну и глава улуса Алексей Федотов возглавляет колонну. Трибуна приветствует. Не отпускают земляков. Вторая А команда. в состав второй команды Усть-Алданского улуса вошли 30 спортсменов. Они будут участвовать по 6 видам спорта. Участвует в 6 Здесь колонну возглавляет заместитель главы улуса Борисов Михаил Васильевич. Руководитель команды. Но по традиции команда хозяев соревнований выходит последней. Завершает парад, церемония открытия игр. Новых рекордов Эти и игры радости стали исключением. Ну и в скором времени мы приступим к театральной части церемонии открытия. Всегда на каждых играх организаторы, конечно же, готовят невероятно красивое, масштабное зрелище, свидетелями которых станут 3000 человек зрителей, которые присутствуют в данный момент на стадионе. И, конечно же, вы, уважаемые телезрители, благодаря возможности вести прямую трансляцию места событий. Вот мы видим. Ты рад. Трибуны заполнены. Ты Новый стадион Маягатабек-Хара. В здоровом теле ты. Главный объект 8-х по счету спортивных игр народов республики. Планеты нашей гордость. Ну и вообще сейчас можно сказать, молодости, что силы, по крайней мере, в эти дни уж точно будет центром вообще якутского спорта вообще. Центром притяжения 8-х игр Для народов доклада Якутии. приглашается председатель организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов Виктор Республики объявляет, Саха-Якутия, что сейчас заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей заместитель председателя правительства Васильевич Республики Местников. Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Он выступит с докладом, ну, как я понимаю, да, по организации, подготовке и проведению Уважаемый игр. Айсен Сергеевич, уважаемые участники, судьи, организаторы, дорогие гости, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. 27 июля 2018 года распоряжением главы Республики Саха-Якутия были приняты решения о проведении 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия в селе Барагонцы. Организационным комитетом по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов республики в составе 17 рабочих комиссий проделана большая работа по всем направлениям. На 8-х спортивных играх народов республики в рамках столетия образования Якутской автономной республики построен легкоатлетический стадион на 1000 мест с беговой дорожкой и мобильными трибунами на 4000 мест в селе Барагонцы. Универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в селе Мындава. Ипподром на 1000 мест. Спортивные площадки для волейбола и баскетбола. Построена площадь имени Легоя с памятником, где будут проводиться награждения по видам спорта в течение игр.
Реконструирован музей истории Улуса имени Сехенерджиков. Построены социально значимые объекты. Культурный центр Тоян-Мюрю имени Василия Васильевича Никифорова Кулюмню. Детский сад на 75 мест в селе Барагонцы. До конца текущего года будут введены многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в селе Барагонцы. Школа на 450 мест в селе Барагонцы. Проведены работы по ремонту внутрипоселковых дорог, обновлены инженерные сооружения, объекты жизнеобеспечения, а также благоустройство социально значимых объектов и территорий населенных пунктов. Для размещения и питания участников и гостей спортивных игр проведен ремонт и обновлены технологическим оборудованием 23 объекта образования. Жители Улуса проделали большую работу по подготовке и проведению игр и встречи участников и гостей. В финальной части игр принимают участие 1834 спортсмена из 36 команд и 279 судей спортивных соревнований. Соревнования проводятся по 16 видам спорта и будут разыграны 206 комплектов медалей. Эти замечательные соревнования по праву считаются одной из добрых традиций спортивной республики наравне с играми Манчары и спартакиадой народов Севера. Благодаря играм значительно улучшается инфраструктура районов, городов и поселков нашей республики. Первые игры прошли в 1996 году здесь, в Усть-Алданском Улусе, и посвящены были столетию современных Олимпийских игр. И спустя 26 лет, в юбилейный для республики год, игры вновь проходят на родине Маягатта-Бертхара в Усть-Алданском Улусе. Усть-Алдан и республика готовы к проведению 8-х спортивных игр народов республики Саха-Якутия. Рапорт сдан. Действительно, стоит, да, вот, отдать должное усть-алданцам, потому что у них было меньше времени для подготовки, так как игры в Амгильском Улусе они прошли на год позже, чем по плану запала в 2019. Также мы имеем пандемию коронавируса, то есть действительно были очень такие сжатые сроки и серьезные испытания, но несмотря на это усть-алданская земля комитета России. готова. Олимпийский чемпион Давид Владимирович Масштабы соревнования. И мы знаем, что атлеты еще будут вводиться и в дальнейшем. То есть, действительно, это приличный толчок к развитию от спорта. Это и инфраструктура, не только спортивная, но и социально значимая. Но действительно, праздник во всех смыслах. Слово имеет глава Республики Саха. Слово предоставляется главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Өтіктабылла сақам серен жоны әргеті. Уысалдан үті өманы жоны әргеті. Рақтан чуғастан кәлбеті ұлжыттар, оңю күттілақтара спорт ветеранлары. Бука барығытын бүгінгі үріләк түйінен, борғоңы, уысалданға, сақа херен наруаттарын ақсы спортивны ойнулара хағаламбытынан ититік істенлік ағарделердің көңілдер. Бастатан туран бұ ойнулы бәлімнәбет, тұтулары үппіт, онынан тәрәхіңі күттібіт, түйінчаннан жоны әргені, чолан уысалдан жоны сәргетін, республика лоқтауқтырына аттырыттан, әғірделекпен, уанна мақтан әкмін бағарымын. Әренебін, бұ коталығы бұд, үрдік тағымна ақтықағы, кықтақтан кықтақығы, бастыңтан бастың, ендекі күн болуы. Бұқа барағытығар жолы хоргуну дөс сулақан сетихилері бағарабын. Дорогие жители Республики Саха-Якутия,
уважаемые жители Усть-Алданского улуса, гости игр, участники соревнований, тренеры, ветераны спорта. От всей души поздравляю вас всех с началом 8-х спортивных игр народов Якутии. Очень символично, что эти игры 8-й раз проходят здесь, в Усть-Алданском улусе. Именно здесь, в 1996 году, был дан старт первым играм спортивным народов Якутии, которые стали с тех пор крупнейшим соревнованием на территории Республики Саха-Якутия. В преддверии игр стихия испытала нас. Вчера шквальный ветер разрушил некоторые конструкции здесь на стадионе, повредил коммунальную, энергетическую инфраструктуру. К огромному сожалению, пострадали люди. Но уже с первых минут якутяне показали свои лучшие качества. Сплотились оперативные службы, волонтеры из числа участников игр, культурной программы, местное население. Все вышли, чтобы в кратчайшие сроки, менее чем за сутки, ликвидировать последствия природной стихии. Я вижу в этом проявление той сплоченности, той стойкости духа, которая присуща якутянам с древних времен. Спасибо вам большое за это. И давайте все пожелаем скорейшего выздоровления пострадавшим. И, конечно же, чтобы и дальше такие же примеры сплоченности, единства были присущи жителям нашей республики. Дорогие друзья, я искренне хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке этих соревнований. Подготовка началась уже давно, 4 года назад. И, конечно же, особая благодарность жителям Усть-Алданского улуса. Я многократно здесь, бывая, видел, как жители всех наследников улуса искренне помогали проведению игр, работали на субботниках, работали на благоустройстве, помогали кто чем может для того, чтобы эти игры прошли на самом высоком уровне. И за эти годы преобразилась не только спортивная, но и вся в целом социальная инфраструктура улуса. Построены десятки социальных объектов, отремонтированы дороги, появились новые объекты предпринимательства, селами растет и развивается район. И я уверен, что 8-е спортивные игры послужат еще большим трамплином для дальнейшего развития Усть-Алданского улуса. В играх принимают участие 1834 спортсмена из всех районов нашей республики, ведущих вузов. Для всех честь участвовать на этих соревнованиях. Я вижу в этом символы нашего стремления вперед, нашей сплоченности, того, что очень как никогда сейчас нужно и нашей республике, и нашей великой стране. Спорт – это всегда удел сильных людей, которые готовы отдать все ради победы. Я уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Спортсмены покажут свои лучшие результаты, а мы, болельщики, насладимся красивой, бескомпромиссной и честной спортивной борьбой. Пусть победит сильнейший, пусть игры принесут всем нам массу самых ярких, хороших впечатлений. Объявляю 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия открытыми.
предоставляется советнику президента Олимпийского комитета России, олимпийскому чемпиону Николаев официально Давиду открыл Владимировичу 8-е по счету Мусульбекову. спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, с чем мы поздравляем всех любителей спорта. Ну а сейчас слово предоставляется Давиду Мусульбесу, советнику президента Олимпийского комитета России и олимпийскому чемпиону. Позвольте вручить благодарное письмо от имени всех олимпийских чемпионов России и Советского Союза за личный пример продвижения олимпийского движения. Спасибо. Также хочу передать поздравления праздникам спорта от имени президента Олимпийского комитета, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Пожелаем всем участникам соревнования ярких побед, поменьше работ нашим медикам и как можно больше ярких воспоминаний. Удачи всем! Ну, Давид Владимирович передал поздравления президента Олимпийского комитета страны Станислава Позднякова. Мы помним, что он приезжал на Слово предоставляется главе муниципального района Усть-Алданский Улус-район Алексею Васильевичу Федотову. Продолжается. Ну а сейчас выступит глава Усть-Алданского Улуса Алексей Федотов. Асен Сергеевич, күнді бір дойдылақтарым сақам сирин бары жона әргеті. Уважаемый Асен Сергеевич, уважаемые гости, дорогие друзья, наш район испокон веков несет свою историческую миссию. В любое время всегда быть и работать во благо нашей республики. Я хочу отметить планомерную и постоянную работу Организационного комитета республики, всех министерств и ведомств. Но самое главное здесь заслуга, как точно подметил наш глава, это жители нашего района, мои дорогие земляки, которые, несмотря на все невзгоды, сегодня дарят этот праздник всему якутскому народу и всей нашей республике. Спасибо вам всем. И сегодня я с гордостью и радостью сообщаю, что мы, усть-алданцы, входим в новейшую историю спорта нашей республики, как первый район, который во второй раз встречает спартакиаду народов Якутии. Күнді бір дойдылақтарым, ұтықтығылақ ғылжыттар, бұл ағыз герой бұтынан кен тұттар, көз бұғы ятпыға ұтуян өске әбет, ұлы олон қоғыттар төл бәлән олар бұд, сақайрын сайды ұтығар келдер бет сүді қылатты ақсалай атшылар өске әбет, ой көсірі ұсалдан ұлығын, тоян бүрі туанатығар, ақсыз спортивны анюлар сағалан бұттырынан, етедік істіңнек әғар дәлібен. Сырдық қараңардың бұғысағырын көрдік, жыл кәмә адастағырын көрдік, бейқа дағаны үгіз тұрғытулары асты бұд. Қамсы кәрі қамыл бұтын арынны бұд. Бұлырын уат құран қоястарға бөхеректер бідің көміскен, уаттан көміттақ жон сәрге тұран өлі әбіті. Ұстық қыстыққа ұрақ көйгі хиддеттен әбей отағылынан құстығы туараты бұд. Бағаңы дере бей тұрғытуына асты бұд. Олар әрі менкен тұтта атты бұд бей жаммұт манна бардың бір сананан. Бұлғыры баққа, тұлырдақтық, жылырдақтық. Бұл сақабыт сірігер, спорт, әйе, культура, онна доғырдығы бірағын еген бәліқтірге бары тұрынан үлелен қамсан кәлбі пітен бәлетәні декпін бағарауын. Жоңы сәргеға барға мақтал болуын. Үте күнлер тұрдынар. Үрдік айылар бұтарчылатынар. Еделді біт есір бітітшілері көміскәтінер. Үрі көтірі күнлері өскәтінер. Барғытығар жолы орғыны мақталтылар әдебет. Дом! Но в своем выступлении Алексей Васильевич отметил то, что Усть-Алданский Улус уже вошел в историю как первый район, который дважды на стадионе флаг
8-х спортивных игр народов На стадион выносят флаг 8-х спортивных игр народов Якутии. По традиции флаг вынесут 6 спортсменов. Несут И сегодня это Трофимова, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова. А также серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион и призер международных турниров, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Нюргон Скрябин. Чемпион и призер международных турниров по вольной борьбе. Флаг также несет мастер спорта России по боксу, чемпион международного турнира, призер первенства России, призер Кубка мира среди нефтяных стран Талбан Егоров. Ну и, конечно, флагман якутских шашек Матрена Наговицына, международный гроссмейстер, многократная победительница чемпионата мира по стоклеточным и русским шашкам, многократная чемпионка Европы, семикратная победительница международных интеллектуальных игр. Также в ее активе 5 медалей чемпионата России. Пятым спортсменом, кто сейчас идет по дорожке, стал Румянцев Василий, мастер спорта России по настольному теннису, четырехкратный чемпион Дальневосточного федерального округа, призер чемпионата России среди студентов, восьмикратный чемпион Республики Саха-Якутия, чемпион спартакиады народов Якутии. Ну и также представительница королевы спорта именно легкой атлетики, мастер спорта России, серебряный призер игр Дети Азии, десятикратная победительница первенства России Яна Адаська. Мастер спорта России по легкой атлетике. Серебряный призер игр Дети Азии. Спортсмены направляются к флагштоку, чтобы поднять флаг игр. И это станет знаком, что 8-е спортивные игры народов Якутии начались. И все дни до 10 июля флаг будет развиваться над главной ареной Усть-Алданского улуса, над стадионом Маягата Бертхара. Но также нас ждет зажжение огня и игр. Тогда-то уже можно... Каждое действие церемонии открытия как раз символизирует, что игры начались. Праздник спорта начался. Ну и флаг 8-х по счету спортивных игр народов республики. Наши лучшие спортсмены Якутии вот доставили до флагштока, и сейчас этот флаг торжественно поднимут, и он будет развиваться над главной ареной нашего праздника спорта. Ну и все действие у нас идет под Сопровождается композицией Барникова. Турудур.
Ну что ж, дорогие друзья, флаг 8-х спортивных игр народов республики поднят. Еще один шаг сделан, ну, потому что вот мы говорим, да, каждое действие символизирует то, что вот действительно большой масштабный праздник спорта у нас начинается. Был парад спортсменов, поднят флаг. Далее, конечно же, будет зажжение огня, и, конечно, перед этим у нас и будет еще и клятва. Большое театральное представление. Ну а сейчас слово для торжественной клятвы от имени участников 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия предоставляется мастеру спорта России по легкой атлетике, победителю первенства России, призеру чемпионата России среди молодежи Александру Нечаеву. От имени спортсменов обещаю, что будем участвовать в 8-х спортивных играх народов нашей республики, уважая достоинство каждого спортсмена и соблюдая правила в истинно спортивном духе, во славу и во имя чести своих команд. Слово для торжественной клятвы от имени... Ну и по традиции также клятва прозвучит от представителей судейской коллегии. Ну и, конечно, это сделает главный судья игр Николай Цепандин. От имени всех судей обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности на этих 8-х спортивных играх народов Республики Саха-Якутия с полной ответственностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся. По традиции прозвучали обе клятвы, дали клятву как и спортсмены, так и судьи. Ну и сейчас мы перейдем к театрализованному представлению, которое называется «Сквозь миг и вечность». Ты учишь, что правила соревнований – закон. Ну и мы еще раз можем насладиться атмосферой на стадионе. Стадион, который вмещает 3000 зрителей, заполнен. Маягатта Бекхара, стадион красавец, который принимает 8-е по счету игры. Начинается театрализованное представление. Сквозь миг Мы напомним, что и вечность. главным режиссером церемонии открытия является Сергей Расторгуев, сценаристом Ольга Андреева, художником Петр Винокуров, режиссером и постановщиками выступили Михаил Степанов, Айдыс Черноградский, Мария Харлампьева, Попова. И также множество людей было задействовано. Ну а мы давайте посмотрим, что же нам подготовили организаторы. Сотворилось в небесах, на земле проявится. Будет любовь могущество иметь, и с нею никому уже не справиться. Весь космос на защиту встал, союз галактики восстал, чтобы возродилась земля. В любви с любовью поднялась. Пусть нескончаемым потоком льется изобилие любви. Прекрасным и ярким истоком проявится в звездной дали. Пусть наша земля расцветает, галактик жемчужиной станет. Пусть опыт всего мироздания в ней лучшую силу проявит. О, мироздатель, жизнеподатель, солнце, тебя я пою.
ты полногласной, сказки прекрасной сделала страстной душу мою. Жизни податель, Бог и Создатель, мудро сжигающий свет, рад я на пире звуком быть в лире. Лучшего в мире счастья нет. Gün külümnü umayar, gündüküne hünnağı bolu. Iydıtık ımayan, ıra sandala ahılınnağı bolu. Üç saka yüz küyrüörüte bol bud. Tört saka törü tölköte olur bud. Uran kaybolan, uhan deniyen barar uğraq bıdurullu mütebit. Gihib olan, kengen barar keskil bit. Hiç elli bit, ebit. Mağan ıras katınlar sanatıllan köğörün ereller. Çepçeki sebip defterin teniten sayını kiergellerin kepbitler. Otomaha oğur tühen tokton olorun ihillen sebiptek tüyeha delibiren ayılha eğer deli nigin sana var ıras kadınlar künnete meğer kurduklar eder ıras kadınlar siyettihe kaman ereller taksar gün sarığa yürüyer kıyara dolgunga uydara dünküden yıllara gönlümde nereler görüp de gereğin gereksiz görebil gen kutta doyabil gönlümde nereler görüp de gereğin gereksiz görebil gen kutta doyabil. Ölüne ilinen erger, altan kanas konnoğor, sahan bügen üeskebi, sakam talı alaha, mürü baraksan, taksar köyün taptamın, talan sahan duramın, talı talbası hıgın, karak ılar tukarı, kaygı сява körövün. Для каждого якута Алас является сакральным местом. Это его золотое детство, его песни юности, его духовное становление, его понятие о счастье. Дойдун сирин сайыңыта, тақсар күнін сахарғата, сылағынан сыланнетан, имерия или куған. Айгыр селик айылғата, ылыр туоярмыларда, нарын кересибек келер, силигилир аластарда. Эй мехияр ейер кутум, төнүк буор бар төнүннерер. Комуғынна комустыға, ары аллахар, аргыстахар.
Сарсырдаңы ситтә қыллық, сайылық бар сиетен илчер, оғысағым үрі буалан, мигин сырсар ары Аллахар. Алас мюрю, Тойон мюрю, раздольный и могучий. Твоим цветам я песнь пою, мне вторит трав созвучие. Тебя в объятиях держат реки, Алдан и Лена бережно хранят. Ты в сердце каждого навеки. Ты мать, отец, ты Родина моя. Ölüene bekkem, kül görür en ursumuttan, sürem üyeler, sana tüyürer, modun yengin, körön duran. Çarağından kap kalanmır, cecen uga kergeller, oton uga oğurda, aralıyar sürükte aldanım.
досточтимые времена на вольной земле, на прекрасной земле Порогон жил Ойон, мудрый князь по прозванию Легей. Один из окружений Легея вдруг коч казацкий увидал. То был Семен Дежнев.
своих земляков. Заслужил он по праву на много веков тем, что был справедлив, мудр, как рысь, тем, что мир подарил, сохранил людям жизнь. Самое важное чувство в жизни человека. Встретились взгляды, и нежданно вспыхнула любовь. Собирает на пир свой народ князь Легей. В честь четы молодой, за их здравие.
отцов, чтоб померили силой и ловкостью, показали, чтоб похвалились, казаки, чтоб на них подивились. Народ якутский помнит свято традиции, обычаи отцов. И пусть сквозь вечность наш гохает, звучит как песнь незыблемых основ.
сей годы сурово шли века. Якутия с Россией осталась навсегда. Великих сыновей родила якутская земля. Их имена сквозь время хранит народ Саха. Василий Васильевич Никифоров, Күлүмнү. Алексей Елисеевич Кулаковский, Өксөкүлях Өлөксөй. Платон Алексеевич Слепцов, Аюнский. Максим Кирович Амосов, Степан Максимович Аржаков, Исидор Никифорович Барахов. Ровно 100 лет назад, 27 апреля 1922 года, постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. Во знаменование этого славного юбилея мастера Усть-Алданского улуса изготовили 100 чаронов под руководством Егорова Владимира Прокопьевича, народного мастера Республики Саха-Якутия. За высокое мастерство Владимир Прокопьевич отмечен знаком Тарханус. Этого звания удостоились только 4 мастера. Чароны мастеров с гордостью несут учащиеся Мюрюмской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева, заслуженного учителя ЯССР, почетного работника просвещения РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны. Гимназия имеет статус республиканская инновационная площадка, является лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия». Күннете саңаны арыян, үрдәлтен үрдәлге жулуған, оланнар сетех бетсел бытын, улахан артыкка дабаян, саңа саргы, керекескил, дор-дор, сире ота, тойон мүрі гимназия. Жители Усть-Алдана, женщины-мастерицы, специально к этой дате изготовили национальную одежду и стали победителями в республиканском шествии-конкурсе, посвященном Году народного искусства и нематериального культурного наследия России. Саха Республикатын улус ураның оғықтарға мастара, мөрі оғуара общественный тімсүй салаячыта Екатерина Михайловна Бачкарева көгіләгілінен онна салайытынан Усалдан улуғын культураға управлениетін өйәгілінен улус далбар фотуттара Саха автономията түріттәмметі үбілөйді сүз сылынан сүз сақалы сон бұра егі 2-5 Аллахтан сағалан түміктәділер. Акайомов Иван Иннокентьевич Саха-Сиригер истеннен Эрджоннортон бир бастакылардан болар. Саха Республикатын народун мастера, Россия аяр художниктарын союғын чилена.
Johuna karton koydum, toqaybıt kutum sürüm, toğo ullandol kuydum. Korsun kınatanyınan, kotu soğuru köppütüm, arağas çalbararınan, ağlar siri körbötüm. Toğuz toğoy tumulların, tuğalan buhatır kurduktan, aygır silik çaranglar gınaranga çılı turbuttar, körör tuharı, kök tunaq köy salgınga yapmıt, otun mahın oyu tutan oğur simek targammıt, kara hılbat, ken yenin, kallan itin kapsıhar, külümüzdes, külü muda, künge, külemanyaya. Как чай на блюдечке зеленом средь поля озеро блестит, дыханием теплым водоемным под солнцем утренним парит. Вода глубин темна от тайны чудес, упрятанных на дно. Как в сказке, все необычайно, но так знакомо все давно. Каких ты сыновей взрастила, святое озеро Мюрю, ты помогло набраться силы, могучим стать богатырю. Номаққа кирбет, бұлырғы күстәқтер, құз бұғый, ат бұғы жон, маяғатта бәр қара, аға бақыр, тик бұрай, үстәқ қуана, сор бұғдық, күстәқ ұйбан, мас мәхәлі, сон сұрақтара, кеңнік аттанар.
физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, мастер спорта Российской Федерации по мастер-рестлингу, почетный мастер спорта по национальным видам спорта Республики Саха-Якутия, семикратный победитель игр Дыгына Уйбан Белолюбский. Жәрі, жәгәй айы жордара, бадырдар, әркетті бәй! борьбы. Вся сила наших мускулов сосредоточена в одном, на взрыв похожем слове «спорт». Ты трубадур. Твой пламенный, волнующий призыв находит отклик в наших сердцах. O ken küres, en kırçıgihin durulağın, en örü ütüye ilçin bolan söptef solu ıyağın, sitihige sirtigin, kürek bıravılata kalpak nabat, bir boların tutuhağın. О, спорт! Ты благородство! Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, открыто и бескорыстно. Ты безупречен. Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, моральной чистоты и неподкупности. Спорт. Ты провозглашаешь, если кто-нибудь достигнет цели, введя в заблуждение своих товарищей, достигнет славы при помощи низких, бесчестных приемов, подавив в себе чувство стыда. Тот заслуживает позорного эпитета, который станет неразлучным с его именем. O ken küres, en yürügün, en hamul sirtten kolan doktor bulsan kolor, tegil sirtten teknefter kelen kirser, körün bağalak könyörer, sılçın bağalak sılan yiyar, anılak ıhık tırnığın, algıstak tühülgelerin teriyağın.
поколение, а жизнь лишь одно мгновение. И мы, старшее поколение, зная, как правильно жить, без тени сомнения, вам доверяем мир изменить. Дорогие участники и гости, ну а сейчас мы подошли к очередному действию. Церемония открытия 8-х спортивных игр народов Якутии. Наступил волнительный момент. На арене скоро появится огонь игр. Да, как мы знаем, вот ранее, да, у нас был поднят флаг игр, был парад, было вот театрализованное представление в 4 эпизодах. И сейчас, конечно же, уже после зажжения огня игр, то можно сказать, что все пункты выполнены, да, все галочки поставлены, и этот огонь будет гореть на протяжении всех последующих соревновательных дней. А мы напомним, что огонь игр был зажжен 27 июня в Амгинском районе, где состоялись предыдущие игры народов Якутии. В состав факелоносцев вошли 6 спортсменов во главе бегуна-экстремала Дмитрия Горохова. В течение 8 дней они пронесли огонь через территории 3 муниципальных образований и все населенные пункты Усть-Алданского района. А весь путь составил 1053 километра. На границе села Барагонцы участников эстафеты встретили спортсмены и ветераны спорта Усть-Алданского района. В забеге также приняли участие юные спортсмены Улуса. Ну и самый волнительный момент. Прямо сейчас огонь 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия доставлен на стадион Майгатсапер-Хара. Перед нами хранитель огня, это Дмитрий Горохов, он сейчас держит факел. Он представляет Верхоянский район, заслуженный работник физической культуры и спорта нашей республики. Еще раз напомню, он бегун-экстремал. Да, также в числе хранителей отличник образования республики, призер игр Манчары из Усть-Алданского Улуса Владимир Тардуянов. Среди хранителей также мы видим Спиридона Макарова из Чурапчинского Улуса, мастер спорта по легкой атлетике, призер спортивных игр народов Якутии и игр Манчары. Также среди них Спиридон Макаров, представитель Чурапчинского Улуса. Он является мастером спорта по легкой атлетике. Также входил в число призеров спортивных игр народов Якутии, а также игр Манчары. Валентина Даргуева из Татинского Улуса, кандидат в мастера спорта России по суточному бегу, чемпиона северного марафона, чемпиона Европы по марафону. Также мы видим сейчас на беговой дорожке стадиона. Виктория Баишева также входит в число хранителей огня. Она представляет Минино-Хангаласский Улус. Участвовала на многих российских и республиканских забегах и патриотических пробегах по легкой атлетике. Ну и 6-й хранитель огня — это Яна Егорова из Намского Улуса. Она участница многодневных патриотических российских и республиканских пробегов по легкой атлетике. Ну и начинается
финальный этап эстафеты огня. Последние метры этого длительного пути. И сейчас огонь от рук хранителей вот этого огня получает Афанасий Заблоцкий. На первых играх в 1996 году, которые прошли в селе Барагонцы, вот как раз таки он и нес факел, и спустя вот столько лет история повторилась. Он является мастером спорта международного класса, победителем и призером множества международных турниров в Англии и Японии. Он является двукратным чемпионом республики и чемпионом вторых спортивных игр. Огонь принимает Ариносова Татьяна на вторых спортивных играх в 2000 году в Покровске Хангаласского улуса. Она зажгла огонь. Татьяна Ариносова, мастер спорта России международного класса, заслуженный тренер республики Саха-Якутия, серебряный призер Кубка мира, чемпионка Кубка России по легкой атлетике. Мы хотим напомнить, что впервые за историю спортивных игр участники эстафеты зажжения огня являются спортсмены, которые зажигали огонь на предыдущих играх. Сейчас факел в руках Татьяны Жирковой. Вот она как раз таки тоже зажигала огонь. Случилось это на третьих играх в 2004 году в селе Хандага Тампонского района. Татьяна Жиркова у нас именитая бегунья, заслуженный мастер спорта страны, заслуженный работник физической культуры и спорта республики. В ее активе 3 золота чемпионата мира. Также она является рекордсменкой Европы на дистанции 100 километров. По задумке организаторов, каждый спортсмен, когда-то удостоивший чести зажечь огонь игр, проходит одинаковый промежуток, а вся дистанция разделена, получается, на 8 участков. И сейчас Татьяна передала факел Леонтьевой Наталье. Наталья зажгла огонь 4-х игр в 2008 году, которые проходили в селе Сунтар. И Наталья мастер спорта России международного класса, чемпионка и неоднократный призер чемпионатов России, серебряный призер Кубка мира, чемпионка Кубка Европы по легкой атлетике. Ну а сейчас огонь игр в руках Василия Мамонтова. Он в 2012 году получил право зажечь огонь 5-х по счету игр в городе Лёкминск. Он является мастером спорта республики. Также у него есть разряд кандидата в мастера спорта России. Он многократный призер и чемпион республики игр Манчары, чемпион и призер первенства России и Европы по киревому спорту и армрестлингу. Эстафету принимает Семенов Вадим. Он зажег огонь 6-х спортивных игр в 2016 году в селе Намцы Намского улуса. Вадим Семенов мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион нашей республики по вольной борьбе и абсолютный победитель республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Ну а сейчас огонь в руках человека, который зажег огонь 7-х спортивных игр в селе Амга Амгинского улуса. Это, конечно же, Анатолий Баишев. Анатолий является мастером спорта России, почетным мастером спорта республики, заслуженным работником физической культуры и спорта республики, чемпионом Якутии, России, Европы и мира по масс-рестлингу. И огонь принимает Чутрин Хариян, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, обладатель Кубка мира, победитель международного турнира Иван Ярыгин, неоднократный призер чемпионатов России. Именно Ариан сейчас зажжет огонь 8-х спортивных игр народов Якутии. Позади 1000 километров, и вот буквально последние метры, да, перед тем, как и огонь игр 8-х по счету игр будет зажжен. Итак, кульминация. Да, дорогие друзья, огонь 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия зажжен.
Поздравляем всех вас с открытием 8-х игр. Пожелаем всем незабываемых впечатлений, эмоций и, конечно же, высоких достижений и побед. Огонь игр будет гореть на протяжении всех последующих соревновательных дней на этом новом стадионе «Красавцы» Майгата Берхара. Поднятие флага было, огонь зажжен, парад состоялся. Глава республики Александр Николаев открыл игры. А впереди соревновательные дни. Смотрите ежедневно наши прямые трансляции со спортивных объектов Усть-Алданского улуса. Это утренние и вечерние эфиры, а также дневники игр на главных каналах республики НВК Саха, Якутия 24 и Мамонт. Ну и, конечно же, следите в онлайн-режиме за последними новостями на портале nvkonline.ru и як24.ru. Ну и мы приступаем к просмотру завершающего этапа торжественной церемонии открытия игр в Усть-Алданском районе. Как всегда, организаторы, конечно же, подошли с большим энтузиазмом, да? Очень красочной и торжественной получилась церемония открытия 8-х спортивных игр. И мы уверены, что сами соревнования пройдут также ярко и эмоционально. Действительно, очень красочное, массовое действие у нас на стадионе. В театрализованном представлении было задействовано более 2500 участников. Это артисты из города Якутска, а также артисты Усть-Алданского улуса. Ну, а главным режиссером церемонии открытия выступил Сергей Расторгуев, сценаристом Ольга Андреева, художником Петр Винокуров, режиссерами-постановщиками Михаил Степанов, Айдыс Черноградский, Мария Харлампьева-Попова. Режиссером же официальной части у нас был Михаил Степанов. Главный хореограф Алена Павлова, композитор Моисей Кобяков и музыкальный оформитель Константин Васильев. Ну и, конечно, как же без салюта. Красочный салют над землями села Барагонцы. У нас на этом завершается церемония открытия, но официально начинаются 8-е по счету спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Усть-Алданский район становится первым, да, муниципальным образованием, который дважды принимает у себя спортивные игры народов Якутии. А за всем происходящим на стадионе вместе с вами наблюдали Власий Сергеев и Ларина Скуева. Всего доброго! Дорогие друзья, занимайтесь спортом и следите за нашими трансляциями в прямом эфире на наших телеканалах, а также, конечно, смотрите дневники и следите за информацией на наших сайтах и социальных сетях. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Довольные клиенты, счастливые мы. Наши специалисты обеспечивают полное сопровождение на всех этапах сделки, начиная с момента знакомства и обсуждения пожеланий клиента. Мы рады, когда квартира находит хозяина, который о ней мечтал. Триумф Инвест.